Хорошая новость для садоводов. С 27 апреля возобновляется автобусное сообщение в сады. Новые слуги закона. Сибайский городской суд встречает пополнение. В соседней области обнаружен бруцеллез крупнорогатого скота. Стоит ли опасаться сибайцам? Няня на пару часов. В городе появилась новая социальная услуга. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире городского телевидения выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Как поговаривают закоренелые садоводы, хороший дачник начинает готовиться к сезону еще с зимы. Уже в феврале начинают высеивать семена основных огородных культур на рассаду и ухаживать за ними вплоть до самой высадки в грунт в начале мая. В этот период дачный сезон официально можно считать открытым. И по этой причине перед автотранспортными предприятиями уже сегодня встает вопрос обеспечения бесперебойного сообщения в направлении садов. Данные маршруты в нашем городе официально начинают свою работу с завтрашнего дня, 27 апреля. Майские праздники многие горожане встречают на своих садовых участках. Именно поэтому уже с 27 апреля сибайский филиал ГУП «Башавтотранс» запускает автобусное сообщение в городские сады. 27 числа возобновляется движение в коллективные сады. Первоначально планируется выполнять по 5 рейсов. Это буквально до начала мая. Соответственно, дальше там увеличение количества рейсов по погоде, по пассажиропотоку. Ну и планируем выйти на 8-9 рейсов. Нехватка общественного транспорта в садовых направлениях сильнее всего ощущалась в начале июля прошлого года. Возникновение подобной ситуации объясняется внесением поправки в закон об организации пассажирских перевозок, вследствие чего с городских маршрутов исчезли желтые газельки. С тех пор работа официального извозчика сибайского филиала «Башавтотранс» значительно стабилизировалась. По заверениям руководства предприятия, никаких сбоев с автобусным сообщением в этом году возникнуть не должно. На сегодняшний день работаем, горожане замечают количество рейсов и количество единиц на городских маршрутах увеличиваем постоянно. Сбоев не допускаем, срывов рейсов. Также со своей стороны постараюсь сделать все, что возможно, чтобы нареканий со стороны пассажиров не было. И опять же, увеличение количества рейсов позволит и возможности и дачникам более удобно есть. Ну и, соответственно, доход от пассажирских перевозок, от садовых перевозок возрастет. Будем работать. Сегодня автопарк сибайского филиала ГУП «Башавтотранс» насчитывает 15 единиц техники, осуществляющих извоз на городских маршрутах, и еще несколько автобусов, курсирующих на междугородних рейсах. Стоимость проезда на территории Сибаи составляет 20 рублей. При наличии транспортной карты 18 и по карте школьника 15 рублей. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Гульгинара Скильдина, телекомпания СТВ. К другим новостям. В системе судопроизводства города пополнение. Соответствующие указы приняты президентом России и депутатами Государственного собрания Курултая Республики. На днях состоялось официальное назначение новых судей. Новые судьи не только имеют хорошую теоретическую подготовку и рекомендации квалификационной коллегии судей, но и большой опыт работы в системе судопроизводства. Тимура Буранкаева многие горожане знают как мирового судью судебного участка номер 1. Свою трудовую деятельность он начинал юрисконсультом. Потом несколько лет проработал помощником председателя суда и значительное время находился на должности мирового судьи. Азамат Кутлубаев также человек в городе известный. До этого назначения он несколько лет проработал на судебном участке номер 1. За его плечами разные руководящие должности в службе судебных приставов городов Сибай и Баймак. А вот новый мировой судья участка номер 1 Руслан Шарафудинов приехал к нам из Уфы. Ранее он занимал должность помощника судьи Верховного суда республики. Во всех судах общей юрисдикции я проработал, спецификой знаком. Со времен работы секретарем аппарата мировых судей, конечно, изменения есть. Я думаю, что коллеги подскажут, как надо правильно в каких-то моментах действовать. Всем большое спасибо. Я думаю, что будем плодотворно работать. Говорят, судья – вершина всей юридической карьеры. В то же время это огромный труд, новый уровень ответственности, где основными принципами являются компетентность, беспристрастность и справедливость. Представители правоохранительных структур Сибая, присутствующие на назначении, выразили надежду, что новоиспеченные слуги закона отлично справятся со своими задачами.
Лена Кириллова, Гульхамитова, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. Ежегодно в преддверии Великого Дня Победы в нашем городе проходят традиционные встречи представителей администрации с ветеранами войны и труда, тружениками тыла. Приемы граждан по личным вопросам позволяют узнать, какие насущные проблемы сегодня волнуют сибайцев. Прием ветеранов войны и труда изначально задумывается как прием по личным вопросам. Но так уж воспитано старшее поколение, что в первую очередь они переживают за судьбу родного города, а потому и вопросы, с которыми они обращались к представителям администрации и различных служб города, были соответствующие. Это состояние производственных объектов Сибая, сохранение экологии, уровень преступности и охрана правопорядка, проблема воспитания молодежи. Среди личных обращений – просьбы помочь с ремонтом дома, улучшить жилищные условия, обеспечить квалифицированным медицинским уходом. По всем прозвучавшим вопросам даны соответствующие поручения и определены сроки исполнения. В течение последнего месяца разные информационные источники сообщают о зарегистрированных случаях бруцеллеза крупнорогатого скота в соседней Челябинской области. Как известно, данный вирус может передаваться человеку. В связи со сложившейся ситуацией наши корреспонденты выяснили, стоит ли сибайцам опасаться такого явления. Бруцеллез – заболевание, характеризующееся поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, половой и других систем. Бруцеллы проникают через малейшие повреждения кожи. Заражение человека происходит при непосредственном контакте с животными носителями вируса или при употреблении в пищу зараженных продуктов, сырого молока и изготовленного из него сыра. Заражение воздушным путем может наступить при попадании в дыхательные пути пыли, содержащей бруцеллы. Мы на сегодняшний день по городу Сибаю население предупреждаем о том, что вы, когда покупаете продукты животноводческого происхождения, подконтрольные к ветеринарной службе продуктов, чтобы обратили внимание, спрашивали у продавцов ветеринарно-сопроводительные документы на ту продукцию, которую они реализуют. От одного человека к другому бруцеллез не передается. Заболевание развивается, как правило, постепенно и не имеет специфических черт. Но больные обычно жалуются на боль в суставах, повышение температуры тела, усиленную потливость, резкую слабость и упадок сил. Ввиду того, что в Сибае реализуется большое количество привезенной животноводческой продукции, специалисты рекомендуют воздерживаться от покупок мяса, молока и его производных у непроверенных предпринимателей. На сегодняшний день в нашем городе не были зафиксированы случаи заболевания крупнорогатого скота бруцеллезом. Все животные своевременно были привиты и проверены на наличие вирусных заболеваний. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. Накануне отмечался родительский день. День, когда принято ходить на могилы родственников и поминать усопших. Сегодня наша съемочная группа побывала на городском кладбище и проверила, в каком оно состоянии после массового наплыва людей. С наступлением весны в управление жилищно-коммунального хозяйства города одна за другой поступают жалобы на плачевное состояние городского кладбища. Горожане возмущены, что святое место просто-напросто превращается в свалку. В преддверии родительского дня могилки и прилегающие территории сибайцы более-менее постарались привести в порядок. Но уже после Дня памяти усопших картина вновь не радует глаз. Мы уже давали интервью и хотелось повторно обратиться на граждан нашего города, чтобы вели себя культурно на кладбище. При уборке территории необходимо выносить мусор на центральной улице и установленные места, где находятся контейнера. Некоторые недобросовестные граждане нашего города при уборке могил своих родственников и близких выкидывают мусор на соседние могилы и не выносят даже на центральную улицу. Тем самым образуется свалка. И потом остальные же соседние, то есть родственники соседних могил обращаются к нам, что появилась свалка. Эта история уже продолжается уже не первый год. Сотрудники УЖКХ вывозят мусор, который горожане складывают в специальные урны, установленные вдоль центральных тропинок кладбища. Но в отдаленных, труднодоступных местах техника попросту не проходит. По-человечески обидно, когда одни горожане добросовестно выполняют свою работу, а другие сводят их усилия на нет. Несмотря на все призывы, люди продолжают бросать мусор, и очень часто на соседние могилы. Так и получается, что, приходя на кладбище встретиться со своими родными, сибайцы вместо этого встречаются с горой отходов. Уважаемые сибайцы и гости города, когда приходите на кладбище и убираетесь на могилах, выносите, пожалуйста, мусор на центральные улицы и там, где находятся контейнеры. Не выкидывайте мусор на соседние могилы, на заброшенные могилы.
так как туда нет прохода и техника не может туда проехать. Наш подрядчик убирается, но и мы помогаем, но мы не можем полностью вовремя все убраться, потому что вы бросаете мусор там, куда невозможно проехать. Решить проблему захламленности городского кладбища можно только одним путем – самим людям перестать бросать мусор, где попало. Во всех цивилизованных странах места захоронения людей священны. У нас же непонятно, что это вообще – кладбище или очередная свалка. Лена Кириллова, Данила Либаев, Радмир Исенгулов, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Традиционно в Сибае в конце учебного года проводится городской слет одаренных детей «Паруса надежд». И на этот раз в Центре детского творчества собрались юные дарования, которые прославили наш город своими талантами и знаниями на республиканских и всероссийских конкурсах. Неспроста ежегодный слет одаренных детей назван не иначе, как «Паруса надежд». Паруса – символ дыхания жизни, возрастающей силы и фортуны. На этих ярких, талантливых и эрудированных виновников торжества возлагаются огромные надежды. Своими успехами ребята в очередной раз доказали, что в Сибае много одаренных детей. Еще одним подтверждением этому стала выставка работ декоративно-прикладного искусства, от вязаных поделок до железных изваяний. Она развернулась в фойе Центра детского творчества. Действительно, вот эти дети дадут нам в дальнейшем развитие нашего города, нашей республики, нашей страны. Потому что результаты очень большие. Это призеры, победители предметных республиканских олимпиад, всероссийских олимпиад. А также по каждому направлению есть свои профессионалы, маленькие профессионалы. Мы очень рады, спасибо говорим, конечно, и родителям, и учителям. На сцену поднимались лучшие из лучших. Это победители и призеры всероссийских, республиканских олимпиад школьников, в частности по геологии, а также регионально-научно-практических конференций. Поздравить ребят и разделить с ними радость побед в зале Центра детского творчества собрались учителя, родители, ветераны Великой Отечественной войны и педагогического труда, представители городской администрации, а также специально приглашенные представители сибайского филиала УГОК. Наш интерес заключается в том, что наше предприятие нуждается. Вот сегодня я буду награждать участников олимпиад, которые принимали участие в геологических дисциплинах. Геолог – это одна из уважаемых профессий на нашем предприятии. Без него невозможно производство. Нам нужны горняки, механики, энергетики. Также, помимо одаренных детей, благодарственными письмами и грамотами в этот день были награждены учителя, взрастившие юные таланты, и благодаря которым школьники смогли показать высокие баллы на республиканских и всероссийских олимпиадах. Кроме того, на мероприятии были отмечены педагоги, достойно защитившие честь города на конкурсах профессионального мастерства «Учитель года». Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Воспитание талантливого ребенка требует немало времени и сил. Если родители сильно заняты, помочь могут социальные няни. А новые услуги Центра социального обслуживания населения «Азатлык» в нашем следующем сюжете. Часто бывает так, что родителям нужно сходить по делам, а ребенка оставить не с кем. Дорогостоящую услугу няни или сиделки не каждый может себе позволить. Именно в таких ситуациях сибайцы теперь могут позвать на помощь социальную няню. Тем более, что в отдельных случаях услуга может оказываться совершенно бесплатно. Новый сервис запускает Центр социального обслуживания населения «Азатлык». Предоставляется бесплатно, значит, следующим категориям: лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных конфликтов, и родителям, чей среднедушевой доход ниже или равен предельной величине среднедушевого дохода, установленным законом Республики Башкортостан, значит, бесплатно. На частичной и полной основе, если среднедушевой доход родителей или законных представителей превышает предельную величину среднедушевого дохода. Беспокоиться за безопасность ребенка в отсутствие родителей не стоит, уверяют специалисты. Ведь, во-первых, услуги оказываются по договору, где строго прописываются обязанности и права сторон. Во-вторых, няня с Азатлыка – это высококвалифицированные специалисты с педагогическим образованием.
Для родителей, признанных нуждающимися услугами социальной няни, можно воспользоваться в неделю 2 раза продолжительностью не более 3,5 часа. Основанием для предоставления данной услуги является поданное в письменной форме заявление либо родителя, либо законного представителя о предоставлении социального обслуживания. К заявлению прилагаются необходимый перечень документов. Это паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство о рождении детей, документ, подтверждающий полномочия представителя при обращении непосредственно представителя в пользу заявителя. Оказание услуги родителю позволяет решить проблему качественного присмотра за ребенком, включая в себя совместное планирование с родителями содержания присмотра, санитарно-гигиенические услуги, проведение беседы, поддержание разговора, чтение книг, сбор ребенка на прогулку по заданному маршруту с соблюдением техники безопасности, обсуждение проведенной прогулки. Это поможет родителям увеличить период свободного времени для решения задач семейного характера. Для заключения договора с компанией необходимо обращаться к специалистам Юго-Восточного центра помощи семье и детям. Лена Кириллова, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости среды. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и берегите себя.